Сегодня маломобильные группы населения сталкиваются с разными физическими барьерами, которые не позволяют им посещать различные учреждения, пользоваться транспортом, быть интегрированными в жизнь общества. Говоря о доступной среде людей с ограниченными возможностями, необходимо учитывать универсальный подход. Здания и другие объекты, открытые для населения, должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы для инвалидов они были доступны. Приглашенный из России эксперт по доступной среде и универсальному дизайну Елена Леонтьева не понаслышке знает обо всех этих проблемах, так как она сама на инвалидной коляске. И на семинаре она рассказывала о том, что такое удобная, комфортная, доступная среда и универсальный дизайн. Доступная среда – это создание среды конкретно под какую-то категорию людей, то есть под людей на колясках, под людей, кто плохо видит или кто плохо слышит. И в этот момент могут возникнуть конфликты с обычными людьми. То есть то, что удобно для человека, скажем, незрячего, оно создает проблемы для обычного населения. И такие конфликты всегда будут, потому что пространство общее. А универсальный дизайн говорит, что нужно находить такие решения, которые бы были удобны всему обществу. То есть находить гармонию, находить консенсус и общее решение. Вот я этому учу. Семинар «Доступная среда» состоит из двух частей – теоретической и практической. После теории участники семинара перейдут к практическим занятиям. Они проведут экспертизу в нескольких городских объектах, чтобы проверить, насколько они приспособлены для обслуживания маломобильных групп населения. Мы берем, конечно, в приоритет это социальная сфера, здравоохранение и система образования. Хотим попасть в Собес, в новое здание, и там посмотреть тоже, потому что мы вместе с Горстроем и с администрацией города этот объект вели, и он сейчас уже фактически начал функционировать вот в новых помещениях, и мы как раз там отмониторим ситуацию. Потом мы хотим попасть в третью школу тоже, которая у нас с элементами такой стихийной инклюзии, потому что там есть ребята, скажем, на колясках, кто-то и так далее, кто учатся, но недавно сданный тоже объект, кстати говоря, но есть немало элементов недоступных, неправильно сделанных. И мы будем как раз проводить экспертизу для того, чтобы затем общими усилиями с городом, надеюсь, с Министерством образования, наконец, да, мы сможем приступить к тому, чтобы эти недочеты там устранить. Ассоциация инвасодействия не в первый раз проводит семинары по доступной среде и универсальному дизайну. К примеру, результаты предыдущих семинаров можно увидеть в городской клинической больнице и городских поликлиниках номер 2 и номер 3. Там силами столичной администрации были установлены новые пандусы. Аля Катрапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.